Жители Кайгородка получили огромные счета за вывоз мусора. 70 домовладений оказались должны от 3 до 12 тысяч рублей. Как выяснили сельчане, больше 2 лет оплата за обращение с ТКО им начислялась неправильно. Должны ли они расплачиваться за чью-то ошибку, разбиралась Ольга Коняева. В январе мы получили квитанции за ТКО с перерасчетом за 2 года, с ноября 2018 года по декабрь 2020 года, в сторону увеличения. В новом году общественница Ольга Коткина получила от регионального оператора по обращению с ТКО неприятный сюрприз – квитанцию с перерасчетом за 2 года. Хотя она исправно оплачивала счета, в итоге оказалась должна почти 6 тысяч рублей. Когда я стала разбираться с этими платежами, выяснилось, что регоператор произвел перерасчет в связи с тем, что нам счета в 2 года выставлялись как за дома с печным отоплением, хотя у нас центральное отопление. Я считаю неправильно, что мы теперь будем платить вот такую большую сумму за ошибку регоператора. Квитанции с перерасчетом за вывоз ТКО получили жители 72 домов Кайгородка. В некоторых живут по 2 семьи. Суммы от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от количества прописанных. Возмущенные сельчане пошли в разные инстанции: надзорные органы, администрацию поселения, общественную приемную главы Коми. Добросовестные плательщики, пенсионеры в недоумении. Ну как вы считаете сами, вот это правомерно или нет? А какое у вас жилье? Где? Жилье центральное отопление у нас, да. Для домов с печным отоплением, где, как считается, большая часть мусора сжигается, нормативы оплаты за вывоз ТКО за одного прописанного в месяц чуть более 54 рублей. Для домов с центральным отоплением уже 124 рубля с копейками. Разница существенная, потому и суммы перерасчета получились значительными. Представители регионального оператора в Кайгородке и Коми энергосбытовой компании пока не разобрались, на какой стадии произошла ошибка. Тем временем в администрации поселения заверяют, правильные данные по виду отопления жилфонда подавались, но их почему-то не использовали для расчета. Представители администрации сельского поселения своевременно, а главное правильно, направлены сведения в Коми энергосбытовую компанию, которая на договорных отношениях осуществляет начисление и выставление счетов гражданам. Что касается органов местного самоуправления, по нашей информации, все администрации городов и районов, и сельских и городских поселений информацию о своем жилфонде предоставляли. Но региональный оператор не по всем территориям ее учел. И это, конечно же, вопросы качества работы его представителей. Поэтому надеюсь, что региональный оператор сделает выводы, и те его представители на местах, которые допускают подобные ошибки, но они просто элементарно будут уволены. Собственники жилья, как нам объяснили в службе Стройжилтехнадзора, в свою очередь, также должны отслеживать правильность начисления платы, а в случае ошибки сообщать о ней. У регионального оператора в начале работы не было собственной базы данных, потому собирал по крупицам. То выписанным людям, то даже умершим начисляли. Но такие массовые перерасчеты, как в Кайгородке, впервые. До начисления, так назвали этот процесс надзорные органы. Спустя 2 года региональный оператор все-таки привел расчеты с жителями Кайгородка в соответствии с законодательством. Вместе с тем региональным оператором в квитанции, в которой он допредъявил плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, должна была быть предусмотрена возможность предоставления рассрочки оплаты данной коммунальной услуги на 12 месяцев. По той информации, которой обладаем мы, которая есть в службе, региональный оператор эту возможность жителям не предоставил, и в этой связи в отношении регионального оператора будут приняты меры воздействия для соблюдения требований законодательства. Региональный оператор уже заявил, что готов предоставить жителям Кайгородка рассрочку. Собственники жилья несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, а региональный оператор работает в соответствии с законодательством и нормативными актами, которые регламентируют способы начисления оплаты. При этом мы готовы предоставить перерасчет, то есть дать возможность жителям этих домов сделать максимальную реструктуризацию задолженности. Но сельчане все равно планируют обратиться в суд, тем более, что у многих есть льготы по коммунальным платежам, и в таком случае можно будет вернуть хотя бы часть перерасчета. Служба Стройжилтехнадзора уже направила предостережение в адрес регионального оператора. Рассрочка должна быть предоставлена автоматически, и никаких заявлений писать не нужно, заявили в службе Стройжилтехнадзора.
Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал «Юрган».